уважаемые братья, уважаемые сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Поздравляю вас с этим благословенным месяцем, в котором родился благословенный пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, любимец Всевышнего Аллаха и любимец Его общины. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху за то, что Аллах сделал нас из числа последователей нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Альхамдулиллах, что Аллах сделал нас из числа тех людей, которые после 1400 лет собрал здесь ради пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, ради любви к нему. А любовь к нему – это баракат в этом дуньяле и спасение в ахирате вечной жизни. Мы знаем, вот был такой радостный день для сподвижников, когда один из сподвижников спросил пророка, саллаллаху алейхи вассаляма: «Матал киямату, я Расулаллах, когда же наступит судный день, о посланник Аллаха?» Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ему не отвечает. Тот повторно спрашивает, третий раз спрашивает, но потом пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, задает ему встречный вопрос: «Что же ты уготовил для этого дня?» Видит, что человек переживает, он спрашивает: «Что у тебя есть?» Тогда тот, отвечая, говорит: «Помимо обязательных намазов, помимо обязательных постов, дополнительное много чего делать я не могу, но однако тебя, о посланник Аллаха и Господа Всевышнего, я люблю». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечая ему, говорит: «Изан анта ма'аман ахбабта». Тогда ты будешь находиться в судный день вместе с тем, кого ты любишь. То есть тебе не нужно переживать, когда наступит судный день. Ты будешь находиться там, то есть ахират и загробной жизни, судный день ты будешь находиться вместе с теми, кого ты любишь. И услышав этот ответ, сподвижники, ридвануллахи алейхим, они очень обрадовались. Почему? Потому что они любили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, любили больше всего, больше, чем себя, своих детей, близких, родных. И ведь Аллах в Коране тоже призывает нас с вами, чтобы мы любили пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Аллах в Коране показывает нам, что Он любит пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что Он его благословляет, говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима». Поистине я, Всевышний Аллах, и мои ангелы благословляют пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. О, те, которые уверовали, вы тоже благословляйте пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Любить пророка, уважаемые братья и сестры, это изучать жизнеописание пророка. Ведь в его жизни, последовав, взял для себя примеры из его жизни, от нас будет большая польза для общества. То есть мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: мусульманин, уверовавший в Всевышнего человека, это тот человек, от чьих рук и языка защищены другие люди. Нет разницы, что мусульмане, что не мусульмане. То есть мусульманин — это тот человек, который от него не должны бояться никто. Они все должны остаться защиты от их вреда. Таким образом, из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, можно взять очень много примеров. Вот нам алимы, ученые к нам приехали, они нам рассказывают из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. На самом деле алимов, ученых, как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, их назвал варафатуль амбия, и наследниками пророка. Они в себе несут вот эту большую милость от Всевышнего Аллаха, знания, ильму, которые они обязаны передавать, и которые мы с вами обязаны у них взять. Это наследство пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Это спасение для нас, то, что он оставил. И их любить надо, их ценить надо. Лучшая любовь к ним — следовать тому, что они говорят. Лучшая любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, следовать его жизнеописанию. К чему он призывал и остерегался от того, что он остерегал нас. Вот если вспомнить из жизни сподвижников, как они проявляли друг другу любовь. Вот двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, Абдуллах сын Аббаса, радиаллаху анху, величайший ученый. Двоюродный брат, сын дяди пророка. И он является первым человеком, который основывал
медресе для толкования, то есть школу толкования Корана. Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, другой же такой великий сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, всю жизнь, который находился вместе с ним рядом, собирал все священные писания, то есть аяты Корана. И после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покинул этот мир, он был занесен в список, то есть главным человеком в списке комиссии по собранию Корана уже в письменном виде. На нашем языке, если называть, пресс-секретарь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот между ними случай такой был, когда однажды Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, он собирался в путь, Абдуллах бин Аббас, радийаллаху анху, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, идет, помогает ему подниматься на лошадь. То есть держит уздечку и держит поводья, таким образом помогает. Увидев это, Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, ему говорит: тебе не подобает делать такие вещи, о двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит: так нам было велено относиться к ученым. Тогда Зайд ибн Сабит, радийаллаху анху, просит, чтобы он протянул руку, и после того, как он протянул, он берет и целует его руку. Так было, говорит, нам велено, чтобы мы относились к семье пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то есть тоже к ученым. Вот таким образом они проявляли друг другу уважение. И для бараката, для благодати расскажу из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покинул этот мир, переживая за нас с вами, произнося последние слова: «Уммати, уммати, моя община, моя община». Но после смерти, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, покинул этот мир, Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху, первый праведный халифа, отец его жены Аиши, радийаллаху анха. Он приходит в дом пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, своей дочери, спрашивает: о моя дочь, скажи, что я не делаю то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Она, отвечая, говорит: о мой отец, ты все делаешь, то, что он делал. Нет, все-таки, если есть, что я не делаю, скажи. Тогда она говорит: на окраине этого города есть слепой человек. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ходил к нему домой, чистил ему дом, угощал его, кормил его. И вот это никто не знал. Его жена ему отцу рассказывает: после Абу Бакр идет этот дом, а этот человек, он, знаете, при жизни, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, к нему приходил, он не знал, что это пророк. Он обзывал пророка, он говорил: вот это сын Абдуллаха, вот такие вещи делает, людей обманывает и так далее, и так далее. То есть этот человек не был мусульманином и обзывал. А пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, пророка это не отталкивало. Он не уходил от него, он наоборот помогал, он ему жевал, давал кушать, кормил. И после того, как пришел Абу Бакр, после того, как покинул этот мир, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, в этот дом, начал делать то же самое, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, начал кормить этого человека. Он говорит: это не тот, кто приходил раньше. И Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху, он чуть задумался и говорит: тот, кто приходил раньше, больше не придет, он покинул этот мир. Он был Мухаммадом, сыном Абдуллаха. И это слепой человек, который понял, что каждый день к нему приходил, каждый раз к нему приходил пророк, о котором он обзывался плохо, что это был пророк. Он на этом месте читает слова шахада, делает таубу, принимает ислам. То есть, после того, как покинул мир пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, его действия служили для того, чтобы приводить людей в ислам и таким образом защищать их и сохранять. Как это не перестает уже более 1400 лет. Альхамдулилля, сегодняшнее наше мероприятие, нас сегодня здесь очень мало. Это очень обидно. Но как бы ни было, то, что сегодня, что мы собрались, причиной стал ведь пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Причиной стала любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Ради меня, ради кого-то, ради того, что кто-то идет сюда, никто не пришел. В свое время никто не оставил, свою работу никто не оставил. Каждый сюда пришел ради пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И следуя тому хадису пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, аль-мар'у ма'a ман ахабба, каждый человек будет находиться в судный день вместе с тем человеком, который он полюбил в этом дуняне, в этом мире.
пускай так и будет. Да сделает Аллаху Та'аля наша любовь к пророку искренним. А для этого нам нужно больше изучать, больше знать пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И да сделает Аллах так, чтобы в судный день Аллах воскресил нас вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма.